Программа «Патруль» и я, ее ведущая Анастасия Маслова. Здравствуйте. Крупный пожар на паротурбинной, несчастный случай или поджог. 7 тонн контрафакта. Кто организовал подпольный алкобизнес в республике? Сгорел на работе. Почему такси загорелось прямо на проезжей части? Все это не только в нашем выпуске сегодня, а также традиционный интернет-обзор самых резонансных происшествий. Обо всем по порядку. Сгорело дотла. Крупный пожар произошел 29 мая на улице Паротурбинной в Кызыле. Ранним утром загорелась двухэтажная постройка. Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи в 4:55 утра. По приезду первых расчетов двухэтажная постройка была полностью объята пламенем. На место пришлось стягивать дополнительные силы. Как выяснилось, двухэтажная постройка признана аварийной. Жители расселены. Городскими властями планировался снос. В нескольких метрах от пожара располагались частные дома и постройки. Основные силы спасателей были сосредоточены на их защите. Площадь пожара составила 720 квадратных метров. На ликвидацию огня потребовалось более часа. Благодаря действиям пожарных расчетов переход огня на другие постройки удалось избежать. Но без последствий не обошлось. Пострадало 6 машин. Частично огнем были охвачены хозяйственные постройки. По словам жителей этого дома, здание сгорело буквально за полчаса. Предпринять что-либо было уже сложно. Благо людей зданием уже не было. Договор на снос аварийного жилья был заключен с предпринимателем. Обе стороны выполнили свои обязательства. Сторона мэрии должна была переселить жителей домов, обесточить от электроэнергии опоры и линии передач. А подрядная организация должна была обеспечить охраной ветхое жилье, соблюдать технику безопасности. Охрана покинула свой пост 3:30 утра, рассказывают сотрудники мэрии. Мэрия, предоставила им возможность из вот этих вот старых материалов, которые в доме были, взять себе на хозяйственные нужды. Вот. Ну и бригада занималась, приступила к разборке. В субботу, в воскресенье, а в ночь уже с воскресенья на понедельник произошел пожар. Пожарные дознаватели рассматривают две версии случившегося. Неосторожное обращение с огнем, а также поджог, ущерб и виновные устанавливаются. А сегодня утром на улице Дружбы прямо в пути загорелся автомобиль. Возгорание произошло на проезжей части. Такси «Рено Логан». Сообщение на пульт дежурного поступило в начале 8 утра. Когда первый расчет прибыл на место, авто уже полыхало открытым пламенем. Справиться с огнем пожарным удалось достаточно быстро. В результате ЧП полностью сгорел моторный отсек. По информации МЧС, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. К счастью, пострадавших нет. Жизнь одного человека унесла дорога. 25 мая в Кызыле на улице Магистральной 19-летний водитель ВАЗа сбил 2 человек на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате удара 46-летний мужчина погиб на месте, а женщину 37 лет доставили в приемный покой резбольницы. По информации ГИБДД, автолюбитель, водительский стаж которого составляет чуть меньше года, ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за такие серьезные правонарушения, как управление транспортным средством без прав и в состоянии опьянения. По словам очевидцев, водитель не предпринял попытки снизить скорость и остановиться, несмотря на то, что перед нерегулируемым пешеходным переходом уже остановилось транспортное средство, чтобы пропустить людей. А 29 мая ДТП с участием пешехода произошло уже на перекрестке улиц Бухтуева-Рабочая. По предварительным данным, «Газель», двигавшийся по маршруту 4А, сбила 6-летнего ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть. Несмотря на запрещающий для пешеходов сигнал светофора, мальчика доставили в больницу с различными травмами. С наступлением теплой погоды открыли сезоны и мотоциклисты, и уже есть пострадавшие. 26 мая на улице Кочетова столкнулись мотоцикл и Рено. В ГИБДД рассказали подробности. За рулем двухколесного транспорта сидел 17-летний подросток. Он выехал на красный сигнал светофора и спровоцировал аварию. Юношу с травмами доставили в резбольницу. Сейчас узнаем, сколько всего аварий с пострадавшими произошло в республике за прошедшую неделю. Сводка ГИБДД далее.
В период с 22 по 28 мая 2017 года на территории республики было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 5 получили ранения. За неделю в Туве инспекторы задержали 82 водителя в состоянии алкогольного опьянения, из них 5 автоледи. А теперь о происшествиях в других регионах. Вот что обсуждали в социальных сетях. Смотрим. В Свердловской области попытка сделать эффектный снимок трагически закончилась для 14-летнего школьника из города Алапаевск. Мальчик схватился за высоковольтный кабель и упал с 25-метровой опоры ЛЭП. Как рассказали в Следственном комитете региона, на опору залезли 3 подростков. Один из детей находился чуть ниже, 2 других забрались выше. Один из тех подростков, которые были повыше, сказал своему товарищу: «Смотри, как я могу!» и протянул руку к электропроводу. Он не успел даже дотронуться до него, но в этот момент мальчика поразило электротоком. Ребенок упал и погиб на месте. Во Владивостоке грузовик протаранил более 10 автомобилей. Фура на полном ходу влетела в машины, которые стояли на проезжей части перед светофором. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Очевидцы сообщают, что среди пострадавших был 10-летний ребенок. Его госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники госавтоинспекции. Также известно, что водитель грузовика в 2016 году привлекался к ответственности за нарушение статьи «Управление транспортным средством при наличии неисправности или условий» в 2017 году за превышение скорости. И еще одна масштабная по количеству участников авария произошла в Новосибирске. Водитель седана Mercedes-Benz S-класса подрезал попутно движущийся седан Nissan, в результате чего произошло касание кузовом. Водитель Nissan, не справившись с управлением, врезался в 2 припаркованных автомобиля ВАЗ-2107 и Тойоту. По словам автора видео, в аварии никто не пострадал, хотя, глядя на груду искореженного металла, тот факт, что нет пострадавших, кажется просто невероятным. Делитесь и вы своими материалами на страницах нашей группы ВКонтакте «Тува в объективе». Свыше 7 тонн контрафактного спиртного изъяли у жителей Кызыла. В столице Тувы прошла масштабная спецоперация с сотрудниками отдела экономической безопасности городского МВД и Республиканского управления ФСБ. Было установлено, что 54-летний мужчина более года реализовывал контрафакт в различные торговые точки Кызыла. У бутлегера была отлажена сеть сбыта поддельного алкоголя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела проведены обследования места жительства мужчины и торговых точек, где осуществлялась реализация контрафактного немаркированного спиртного. Из незаконного оборота изъято более 14 тысяч бутылок алкоголя различных наименований общим объемом свыше 7 тонн. Следователям Следственного управления МВД России по городу Кызылу было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б части 6 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной продукции, совершенная в особо крупном размере, за которое предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Кроме того, по результатам проведенного исследования вышеуказанной алкогольной продукции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту незаконного использования товарного знака на алкогольной продукции. За данное деяние предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время уголовные дела расследуются органами следствия и дознания, а также продолжается сбор доказательной базы по указанным фактам. На сегодня о происшествиях все. Мне остается только еще раз напомнить наши контакты. Звоните, пишите и присылайте информацию всеми удобными для вас способами. Номера телефонов и адрес электронной почты на ваших экранах. Берегите себя и своих близких. До встречи.